Ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. 8 часов 9 минут утра в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Уфимский разворот. Это Айдар Ахмадиев. Сегодня я снова один, и уже пятница. Это хорошая новость, поэтому поздравляю вас с окончанием рабочей недели. Тем более впереди 4 дня выходных для некоторых. Если ваш работодатель понедельник все-таки сделал таковым. Звукорежиссер Никита Полянин. Мы в прямом эфире. На Ютубе также трансляция ведется. Там можно нас смотреть и писать сообщения с помощью онлайн-чата, ваши вопросы или реплики, можете общаться с другими зрителями. Также это можно делать по номеру телефона +7 927 304 1051 с помощью традиционных смс-сообщений и сообщений в Телеграме и WhatsApp. Сегодня мы почитаем материалы коллег, которые были опубликованы за вчерашний день. Это рубрика «Обзор прессы». Дальше фрагмент вчерашнего выпуска программы «Персонально ваш». В гостях был кандидат философских наук, колумнист издания «Советская Россия» Рустем Вахитов. Поговорили с ним о вакцинации добровольно-принудительной, как мы ее с ним называли всю передачу. Поговорили с ним о предстоящих выборах в Госдуму, в Горсовет и в целом о ситуации в России. Почему российское общество не прививается, учитывая, что в нашей стране есть сразу несколько своих вакцин. И почему ситуация, например, в странах, как Израиль, где своей вакцины нет, а есть только иностранная, намного с иммунизацией лучше. Но вот мнение Рустема Вахитова послушаем после обзора. Дальше интерактивная часть — это голосование. Поголосуем, кстати, на тему Муртазы Рахимова и его периода правления, потому что недавно исполнилось 10 лет с того момента, как Муртаза Рахимов перестал быть президентом. 11 лет, прошу прощения, на год ошибся. Вот так. Новости федеральные, региональные в середине часа, и во второй половине эфира интервью с двумя людьми. Это Фарид Рахматуллов, экозащитник. Мы с ним поговорим об административном деле против активиста Григория Горового, которого обвинили в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия за сход в Баймаке, который прошел в конце апреля. Я напомню, участники этого схода требовали от властей республики расследовать нападение на другого экозащитника Ильдара Юмагулова, которому сломали обе ноги и нанесли другие травмы прямо посреди белого дня в Баймаке. Я напомню, Ильдар Юмагулов долгое время отстаивает права жителей Башкирии на благоприятную окружающую среду, в том числе борется против незаконной золотодобычи. И вот с чем обернулась его деятельность, вероятно. Да, мы можем предположить, что это стало причиной, но, возможно, и другое. Флюр Асадуллин — это второй спикер, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии. Мы с ним поговорим о состоянии бизнеса в период ужесточения противоэпидемических ограничений и третьей волны, соответственно, пандемии. Я напомню, что недавно Ассоциация владельцев кинотеатров России направила главе Башкирии Радио Хабирову обращение с просьбой отменить те самые ограничения, я имею в виду на вход посетителей с документами, да, вакцинации, ПЦР-тесте, ну, вы все знаете, о чем я сейчас говорю, потому что, по словам представителей этой ассоциации, кинотеатры и так чувствуют себя, мягко говоря, не очень хорошо в этих условиях, потому что это не первая надобность, так скажем, общества, и поэтому в кинотеатр человек при таких ограничениях, возможно, станет ходить меньше. Поговорим с Флюром Асадуллиным, что же сейчас происходит с предпринимательством. А пока начнем с обзора прессы. «Коммерсант». Мне понравился очень этот материал. Он вышел в свежем сегодняшнем номере газеты и на сайте также вчера поздно вечером. «Поехать к теще или голосовать?» В Башкирии обсудили 3-дневные выборы. В Республиканском общественном штабе по наблюдению за выборами обеспокоились тем, как будет выглядеть Башкирия в информационной повестке в сентябре во время голосования за кандидатов в Госдуму, Горсовет Уфы и Курултай. Я напомню, до выбора еще в республиканский парламент будут. На вчерашнем заседании члены штаба обсудили, как противостоять провокациям левых обществ, это в кавычки взято, и кандидатов, не рассчитывающих на победу. Бороться с негативной повесткой в штабе намерены с помощью почти 7 тысяч наблюдателей, которых обяжут писать в соцсетях о работе на участках. Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами, в состав которого вошли члены региональной общественной палаты, юристы и политологи,
позиционировалось как обсуждение постановлений Центра избиркома России о правилах проведения голосования в сентябре. Однако концентрироваться на содержании постановлений члены штаба не стали, пишет журналист. Участники обсуждения согласились, что трехдневное голосование принесет только пользу. Вот так, оказывается. А мы-то тут что, вот чем мы занимаемся в эфире «Эхо Москвы», обсуждаем трехдневные эти голосования. И не только, кстати, трехдневные, если учитывать там дополнительные периоды и так далее. Оказывается, все нормально, вот видите. Так, по мнению юриста Евгения Мельникова, это позволит разделить потоки избирателей и снизить риск заражения COVID-19. Присутствовавший в качестве гостя экс-депутат Курултая Загир Хакимов, который выдвинул, кстати, свою кандидатуру на выборы в Курултай по Толбазинскому одномандатному округу, сказал, что хотя и он и видит минусы, это там нагрузка на членов ВИКов, необходимость обучить большое количество наблюдателей, здоровье граждан перевешивает. Вот так. Валех Аббасов, кстати, член СПЧ при главе Башкирии, сказал, что такой формат позволит избирателям, в особенности мужчинам, решить вечную дилемму. И вот что он говорит. Возьмем по-простому. У человека очень важные дела. Человек готов поехать к теще или голосовать. Большинство мужчин выберут поехать к теще. Может, там блины вкусные, и она всегда хорошо встречает, говорит Валех Аббасов. Ну так, материал большой и интересный. Дарья Кучеренко написала, как всегда, в ее стиле. Люблю ее материалы, поэтому переходите и читайте. Это очень весело. Ну и, конечно же, делайте выводы самостоятельно, да, нужно очень критически относиться к любой информации, которую вы потребляете, тем более в наше время. Следующий материал «Эхо Москвы», кстати, о выборах. Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал глупостью заявление экс-кандидата на должность главы республики Рафиса Кадырова о покупке голосов единороссов для выдвижения на выборы. Что произошло? Основатель Банка «Восток» и неоднократный кандидат в депутаты Госдумы и руководители Башкирии Рафис Кадыров в эфире программы «Персонально ваш», эту программу вел я, именно этот выпуск, сказал, что когда он выдвигал свою кандидатуру с партией «Патриоты России» в 2019 году на выборах главы Башкирии, они заплатили. Вот что он сказал. Все подписи, которые я сдал для регистрации на выборах главы республики, мы купили. Купили у «Единой России». Сколько заплатили? Заплатили мы немного, несколько миллионов рублей, но это была сделка оптовая. Я просто перечислял деньги на счет себе предвыборной кампании, поэтому все выборы главы республики сфальсифицированы, то есть мы участвовали, но участвовали, получается, от партии «Единая Россия», сказал Рафис Кадыров. Человек, кстати, далеко не последний в ряду тех политиков, которые принимали активное и принимают активное участие в общественно-политической жизни Республики Башкортостан и России. Потому что Рафис Кадыров вообще впервые принял участие в современной истории, так скажем, нашего государства. В 91 году тогда он набрал приличное количество процентов голосов, я хотел сказать, на выборах президента Башкирии. Вот, и были с ним случаи, когда его травили, и, в общем, интересные вещи с ним происходили, с его бизнесом в том числе. Ну, в общем, Рафис Кадыров, возможно, как, наверное, для многих представляется, человек, который несет в себе какую-то инсайдерскую информацию, хранит. И, возможно, то, что он сказал, но к этому нужно хотя бы прислушаться, да, не обязательно верить. Рустам Ахмадинуров вот что ответил журналисту «Эхо». Он назвал, во-первых, слова Рафиса Кадырова глупостью или заблуждением, и сказал: у меня нет по этому поводу никакого подтверждения его слов, если у него есть, пусть подтверждает. При этом Рафис Кадыров обращался, по его словам, с требованием разобраться в ситуации к республиканской прокуратуре, но ответ так и не получил. При этом такой исход он считает возможным нежеланием надзорного ведомства конфликтовать с «Единой Россией». Ну, можно понять же. «Коммерсант». Материал следующий. В Черниковке зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 3 раза. Уфимцы продолжают массово жаловаться на неприятный химический запах. Вы знаете, мне уже надоело, честное слово, каждое практически утро обсуждать в эфире эту проблему с зловонием, значит, в воздухе города. Ну, она не решается, и поэтому приходится это делать. Действительно, жалобы поступают, при этом я, как житель Уфы, могу подтвердить, что такая проблема до сих пор не решена, что такие запахи до сих пор периодически появляются, и, наверное, большинство слушателей хоть раз да и чувствовали химический запах в городе Уфа, если здесь они проживают. Вот, поэтому
72 жалобы снова получило Министерство экологии Башкирии, которое, кстати, не может самостоятельно проверить, например, какой-нибудь предприятие, типа Башнефти. Оно не может организовать проверку, потому что это не входит в полномочия Министерства экологии республики. Это должен делать Росприроднадзор. Но Южноуральское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщало нам о том, что журналистам публично, не только Эху, я имею в виду, о том, что проверку планируют на таких предприятиях нефтегазовых и так далее организовать еще давно. Но почему-то до сих пор мы никаких вестей об этом не получаем совершенно. В связи с многочисленными жалобами сегодня, это значит вчера, в разные районы Уфы выехали не 4, а 6 передвижных лабораторий, отметили в Минэкологии. Информацию о превышениях министерство передало в региональный Роспотребнадзор и в тот самый Росприроднадзор. Вот так. Ну, будем, значит, следить, что же там вообще в целом происходит с Росприроднадзором и почему до сих пор эта проблема не решена или хотя бы не названа уфимцам причина происходящего. Но, кстати, пока у нас чуть-чуть несколько секунд осталось до конца обзора, он сегодня у нас короткий, я обращу внимание на материал «Правда ПФО». Росприроднадзор проиграл в суде башкирской содовой компании. Компания получит разрешение на сбросы. Ну вот, пожалуйста, арбитражный суд удовлетворил иск Башсода к Южноуральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора. Ведомство обязали выдать компании разрешение на грязные сбросы. Если хотите подробности, материал Ирины Видоновой на «Правда ПФО», пожалуйста, переходите и читайте. А сейчас предлагаю послушать фрагмент вчерашнего выпуска программы «Персонально ваш». В гостях был кандидат философских наук Рустем Вахитов. Почему в России, где есть своя вакцина, такой низкий процент иммунизированных людей? Если, например, возьмем тот же Израиль, где нет своей собственной вакцины, такой высокий процент вакцинированного населения. В чем здесь когнитивный диссонанс и есть ли он вообще? Ну, конечно, есть когнитивный диссонанс. И я привел в пример не только Израиля, США, да, я привел в пример Советский Союз, где, собственно, вакцинации проходили без всяких больших эксцессов. В отличие, кстати, от Российской империи. Было множество холерных бунтов, крестьяне обвиняли врачей, что те им прививают холеру, убивали. Это говорит об уровне, во-первых, образования, а во-вторых, об уровне недовольства, недоверия населения к своему собственному правительству. Что ни говори, если оставить в стороне столичных диссидентов, то, допустим, там в 60-е, 70-е годы простой советский народ более-менее доверял своему государству. А современный наш народ государству не доверяет. Кстати, он имеет на это определенные основания, потому что это государство много что с ним сделало за последнее время, начиная с того, что в 91 году сожгли фактически все многолетние сбережения людей, лежавшие в банке, и кончая, например, последней пенсионной реформой. Люди вдруг сказали, что вы будете работать на 5 лет больше, а вам за это деньги платить не будут. То есть людям будут недоплачивать по $1 000 000 в среднем, да, это посчитали экономисты. При этом это были люди, которые нас уверяли, что никогда никакой пенсионной реформы не будет, повышения пенсионного возраста не будет. Но как можно верить людям, которые вам сначала говорят одно, потом делают другое, а потом они приходят с умильными постными лицами и говорят, а вакцина-то у нас совершенно безопасная? Возникает целый ряд вопросов. Я не ковид-диссидент. Вакцинация, как показала практика последних нескольких столетий, это очень эффективный способ. Но у нас тут возникают определенные вопросы. Например, почему ВОЗ не признает, допустим, наши вакцины? И мы слышим претензии, так сказать, западных чиновников, еврочиновников, которые говорят, что мы тоже верим, что у вас хорошие ученые, но вы предъявите нам ваши данные. В мировом сообществе принято, чтобы трехфазные испытания были. И все эти данные должны быть в свободном доступе. Они, допустим, почему в Америке люди-то вакцинируются? В Америке же нет принятия вакцинации. Вот несколько недель назад в Нью-Йорке были фейерверки. Да? Почему? 70% вакцинировались, сняли ограничения. А почему? А потому что они берут группы риска, полицейских, врачей, например, добровольцев там берут, да, которые вакцинируются, а потом публикуют статистику, по которой видно, что вот в этих группах снизилось количество заболеваний. И люди идут и вакцинируются. Да, в апреле месяце по 3 миллиона человек в Соединенных Штатах за день вакцинировалось. Скоро они достигнут 60%. А у нас людей загоняют, но люди не верят. А у нас власть же на эти вопросы отвечать не собирается. У нас же все через колено делают. Не хочешь, мы тебя уволим. Не хочешь, иди на улицу. У нас там раздаются предложения, что там людей в общественный транспорт не пускать там без прививки, в магазин не пускать без прививки. Но как можно так относиться к своему собственному населению? Вакцинация – это лакмусовая бумажка. Она показала нам все проблемы, которые существуют в нашем обществе. Она показала нам, что мы разрушили школу, что мы разрушили систему образования, что у нас выросло поколение, которое верит в то, что Земля плоская, и не понимает вообще
принципы работы вакцины. Она показала нам, что произошло с нашей медициной, потому что, извините, в 2000 году у нас было около 10 тысяч больниц, а в 2020 у нас было их 10 тысяч. У нас уничтожили сначала половину стационаров, а потом говорят, ой, пандемия же, да, что нам делать теперь? Собственно, дееспособность власти. То есть фактически же власть наша, она может наказывать отдельных людей показательной жестокостью. Да, и это мы видим постоянно. А вот организовать огромную мобилизационную кампанию, как в советские времена вот организовывают, на целину, допустим, там молодежь отправить, или там на молодежные стройки, да, мобилизовать молодежь, это мы не можем. Призыв в армию у нас позорно проваливается каждый год. 15-миллионной Москве, извините, 8 тысяч призывников, по-моему, в прошлом году призвали, да? Остальные либо легальными, либо нелегальными способами в армию ускользают. И ничего сделать не могут. Выборы. Администрация президента контролирует выборы, бюджетников приводят на выборы. Видите, у нас меньше половины населения приходит на выборы зачастую. То есть у нас половина населения вообще, так сказать, не интересуется тем, что происходит в стране. И ничего всех это устраивает. Налоги те же самые. Бухгалтерия теперь, перед тем, как тебе выдать на руки, да, вычитает здесь зарплаты. И, кстати, не 13% вычитает, это сказка такая, которую нас придумали. То есть там 13% НДФЛ, потом себе 22% вычитает пенсионный фонд, потом 5% за якобы бесплатную медицину, да, которая на самом деле страховая, потом еще 3% за фонд социального страхования. В общем, экономисты посчитали, там у нас от 50 до 70% налоги составляет. То есть как в Дании. Но извините, какой уровень жизни в Дании, где люди платят 50% зарплат налогов, а какого у нас? У нас около 70 миллионов человек работоспособного населения, из них около 40 миллионов работают в теневой экономике. Они вообще ничего не платят. То есть у нас государство налоги даже не может собрать. Есть такая замечательная совершенно экономист в МГУ, Наталья Зубаревич. Да, она говорит, что налоговые поступления идут из 3 регионов. Ну, Москва, естественно, потому что там все банки, там такой денежный сап такой. То есть это можно не считать. Но еще Ханты-Мансийский округ и Ямал-Ненецкий. Вот оттуда львиная доля всех наших налогов идет. А со всего вот этого населения государство налоги забрать просто не может. А что это значит? Что эта бюрократическая машина неэффективна. Машина разрушена. Почему разрушена? Потому что отрицательный отбор идет. Любой преподаватель, который преподавал, допустим, на специальности государственного муниципального управления, спрашивает студентов, а зачем вы идете туда? Ну там же основные деньги. Ну, то есть ни разу я еще не слышал, что человек сказал, я хочу послужить своему государству, да? Я хочу послужить своему народу. Извините, вот это как сказка уже звучит. Идет отрицательный отбор. На госслужбу идут люди, которые просто хотят таким образом решить свои личные проблемы. Вообще, по, так сказать, своему смыслу, госслужащий – это не человек, который работает за деньги. Это человек, который на всю страну работает, на государство, на народ. То есть о нем, прежде всего, должен заботиться. А много у нас их, которые о народе думают. Это был Рустем Вахитов, кандидат философских наук и колумнист издания «Советская Россия» в программе «Персонально ваш». Вчера этот выпуск можно прослушать на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе и на любых популярных в России подкаст-площадках. Просто в поиске забиваете «Персонально ваш», «Эхо Москвы» в Уфе, ну или имя спикера Рустем Вахитов. Мы переходим к интерактивной части. На Уфа-1 вышел материал «11 лет без Рахимова. Как изменилась Башкирия после ухода первого президента республики». Уфа-1 опросил политологов, чиновников и общественников, которые работали при нем. Тут есть и мнение Дмитрия Михаличенко, и мнение Шамиля Валеева, и Ирика Ялалова, бывшего мэра Уфы и члена нынешнего Совета Федерации, Натальи Павловой, журналиста и бывшего главного редактора издания «Коммерсант» в Башкортостане, Лилии Клюковской из Медиакор-сети и так далее. В общем, много людей разных. Рустем Шейхметов, экономист. Советую прочитать, узнать. 15 июля исполнилось 11 лет, как Муртаза Рахимов сообщил президенту России Дмитрию Медведеву о своем досрочном уходе с поста президента. Политик возглавлял регион без малого 20 лет. Сначала он был избран председателем Верховного Совета БАССР, а спустя 3 года получил статус президента. Сейчас Муртазе Рахимову 87 лет, и мы задаем вам соответствующий вопрос. Как изменилась общая ситуация, включая состояние экономики, на ваш взгляд, реализацию гражданских и политических свобод и того прочее, именно на ваш взгляд? Если вы считаете, что ситуация ухудшилась с тех пор, как Муртаза Рахимов ушел, в Башкирии ухудшилась ситуация, ваш номер телефона 262 72 47. Если вы считаете, что ситуация все же улучшилась, стала лучше после Муртазы Рахимова, чем во время его правления, тогда ваш номер телефона 262 72 48. Голосование. Процесс пошел.
Как изменилась общая ситуация, включая состояние экономики, реализацию гражданских и политических свобод и того прочее, на ваш взгляд, после ухода Муртазы Рахимова? Ситуация ухудшилась, 262 72 47, ситуация улучшилась, 262 72 48. Так как сегодня эфир я веду один, я не буду, опять же, настаивать на какой-то конкретной точке зрения. Наверное, до подведения итогов не буду выражать свое личное. Голосуйте, у нас активно, кстати, голосование идет. Мы подобный вопрос как-то задавали у нас в эфире, и довольно часто делаем некий срез среди наших слушателей, да, какой период правления человека в Башкирии вам больше там нравится. Вот здесь конкретно мы говорим про Муртазу Рахимова. После ухода Муртазы Рахимова, первого президента Башкирии, ситуация в республике ухудшилась, 262 72 47, или улучшилась, 262 72 48. Звоните, давайте еще 5 секунд и подведем итоги голосования. Итак, ну что ж, подводим все. 66% слушателей считают, что ситуация ухудшилась, и 34% улучшилась. Мы уходим на новости федеральные и региональные. Вернемся во второй половине часа с экозащитником Фаритом Рахматулловым. В 6:30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. В Amnesty International усмотрели в России риск криминализации независимых СМИ. Об этом, по мнению организации, в частности, говорит вынесение издания «Проект» в реестр нежелательных организаций. По словам замдиректора Amnesty Дениса Кривошеева, если решение останется в силе, это будет означать, что у российских властей полностью развязаны руки для дальнейшего беспрепятственного удушения свободной прессы. Между тем, Госдума передаст в Генпрокуратуру и Роскомнадзор материалы о зарубежном вмешательстве в российские выборы. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Началась избирательная кампания, и активность, как мы видим, по вмешательству в наши избирательные процессы не уменьшается. КНДА проводила очные семинары в Финляндии, на которых они готовили наших граждан для участия в выборах, так называемые агенты влияния, то есть для того, чтобы внедриться в представительные органы власти. По действующему закону деятельность нежелательных организаций у нас запрещена, равно как и все материалы, которые касаются деятельности, информационные материалы, должны быть из интернета удалены. Мы приняли решение направить все материалы, которые у нас имеются, в адрес генерального прокурора и в адрес Роскомнадзора, с тем, чтобы они применили в отношении вот этих вебинаров, сайтов, приняли действия закона, о том, чтобы эти материалы были заблокированы. Пискарев напомнил, что 9 июля вступил в силу запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом и поправки в закон, обеспечивающий прозрачность иностранного финансирования внутриполитической деятельности в России. США и ФРГ решили запустить партнерство по климату и энергетике. Об этом в Вашингтоне договорились Джо Байден и Ангела Меркель. Партнерство будет нацелено в том числе на оказание помощи странам Центральной Европы и Украине. Речь идет, в частности, о недопущении использования энергоресурсов в качестве инструмента принуждения. Канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что после запуска «Северного потока-2» транзит газа через Украину не должен прекращаться, и напомнила, что у ЕС есть множество инструментов на случай, если он все-таки остановится. Арсен Аваков ушел с поста главы МВД Украины после просьбы президента Зеленского. Об этом украинскому порталу «Новое время» рассказал замглавы ведомства Антон Геращенко. По его словам, Аваков принял решение абсолютно спокойно и взвешенно, поскольку оно давно готовилось. Геращенко отметил, что Аваков никогда не планировал быть вечным министром. В Москве сейчас 22 градуса днем, 30-31, облачно с прояснениями. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1.
Реклама. Знай, всегда Фармленд с тобою рядом. Есть один совет простой: покупай в Фармленде то, что надо, получай подарок свой. Все лето совершай покупки в аптеках Фармленд и получай подарки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Подробности в аптеках Фармленд. Фармленд, что надо. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 34 минуты в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Главный архитектор Уфимского района устроился на работу по поддельному диплому. Как сообщает региональное управление Следкома, 33-летний чиновник был назначен на эту должность в мае 2019 года. Однако только сейчас выяснилось, что вуз не выдавал такого диплома. По данным издания «Коммерсант Уфа», речь идет об Александре Тремасове, который уже уволился по собственному желанию. Все это время муниципальный служащий выдавал разрешение на строительство и имел доступ к гостайне. Против него открыто уголовное дело за использование заведомо поддельного официального документа. Советский райсуд по требованию прокуратуры запретил работу дома престарелых долголетия. Ранее в соцсетях появились фото истощенного постояльца пансионата, а его родственники жаловались на черствость персонала. Известно, что фирма в арендованном двухэтажном коттедже на улице Речная организовала частный пансионат с предоставлением услуг по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами, в котором содержались 24 постояльца. По версии надзорного ведомства, здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Работа пансионата приостановлена до полного устранения нарушений закона. Всемирную фольклориаду посетили около 60 тысяч туристов. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на Госкомитет Башкирии по туризму. Напомним, фольклориада проводилась с 3 по 10 июля. В ней участвовали представители 37 стран или более 1 тысячи человек. В комитете заявили, что проведение фольклориады – отличная имиджевая история для туризма Башкирии, а о республике одновременно узнали больше миллиона людей со всего мира. В Госкомтуризме считают, что фольклориада наглядно продемонстрировала возможности музеев, готовность объектов инфраструктуры, персонала, трудящегося в отрасли, принимать большое количество туристов. По данным Яндекс.Погоды, в Уфе сейчас плюс 20, днем облачно с прояснениями до 29 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Айдар Ахмадиев, служба информации, «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Мы продолжаем эфир Уфимского разворота на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев, звукорежиссер Никита Полянин. Это вторая половина часа. Сейчас с нами на связь выйдет Фарид Рахматулов, экозащитник и активист, довольно известный из Ишимбая. Фарид принимал активное участие неоднократно в разных акциях протеста, из-за чего становился также объектом внимания правоохранительных органов, как и Григорий Горовой, о котором сегодня мы с Фаридом Рахматуловым поговорим. Григорий Горовой был несколько дней назад решением суда административно, так скажем, арестован и был помещен в спецприемник на Колгуевской, это в Уфе. Горового обвинили в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия за сход в Баймаке. Этот сход прошел в конце апреля, и участники, протестующие, требовали от властей республики расследовать нападение на другого экозащитника Ильдара Юмагулова, которому средь бела дня неизвестные сломали ноги, нанесли другие травмы, из-за чего Ильдар Юмагулов несколько недель, насколько я знаю, провел в больнице. Фарид Рахматулов с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Что происходит с Григорием Горовым, учитывая, что вчера активисты, вы в том числе, заявили о том, что ему непонятным и неизвестным способом продлили срок ареста? Абсолютно верно. Григорию Горовому по приказу там начальника 9-го отдела города Уфы Аветисяна, он был просто похищен 10 июля из здания ГРОВД города Ишимбая и доставлен по приказу именно Аветисяна туда, в Уфу. Ему вменили сход в Баймаке, организацию схода в апреле месяце в Баймаке в защиту Ильдара Юмагулова. Вот. Непонятно, каким путем здесь связан Баймак, Ишимбай, Стерлитамак, но самое главное, что этим занялась Уфа. Хотя организатор схода, Урал-Агай, он был наказан, оштрафован на 8 тысяч рублей уже. Нет, им не имется, надо активистов просто-напросто давить. Ну, и пользуясь моментом то, что у нас случилась беда с Абдурахман Агаем, да, с похоронами, его просто позавчера в течение дня увезли опять в Кировский суд и опять осудили еще дополнительно на 5 суток. За что мы пока не в курсе. Что с адвокатами, с его защитниками? Пускают ли их и могут ли они хоть какую-то информацию получить о том, что происходит с Григорием Горовым? Ну, у нас, говорите, 2 дня были напряженными. Сейчас я позвоню в Уфу адвокату, которому защищал его на первом суде. Это в понедельник, когда было. Чтобы он поехал и узнал все подробности, почему и как. Но действительно для нас просто это дико. Воспользовались моментом и еще дали 5 суток. Вы знаете, я вчера читал постановление одного из районных судов Уфы по делу Горового. Это заседание состоялось 12 июля, несколько дней назад. И там написано, что организация схода в Баймаке нарушала общественный порядок, угрожала там общественной безопасности и так далее. Что на самом деле происходило на сходе в Баймаке? Действительно ли все было так страшно, на ваш взгляд? Ну, они же пишут, я вообще не знаю, это полная ложь. Во-первых, сход в Баймаке должен был быть на самой центральной площади. Там отменили его администрация, сказали, что будут производиться ремонтные работы. Тогда народ перенес на поле, чисто за Баймаком. И проходил сход граждан именно что на поле за Баймаком. Какие там угрозы? Чего там мы представляли? Приехали люди со всей Башкирии, приехали люди с Челябинской области. Мы требовали, чтобы было расследование. Как это так в 100 метрах от полиции избивают человека, а у них круговые видеокамеры стоят? Как так? Они даже задницу свою не подняли, не побежали, не предотвратили такое нападение. Вот. Поэтому никакой угрозы мы никому не составляли. Пусть администрация это не врет. Мы спокойно стояли. Вот, кстати, на этом сходе нанятые тетушки администрацией и не знаю, что кто там за ними стоит, они пытались раз 8 организовать драку. И мы на у них не получилось. Не получилось. Мы на провокацию не поддались. Мы просто, в конце концов, сами же вызвали полицию и сказали, убирайте их. А они хихи-ха-ха в этих машинах сидели просто-напросто с этими с полицейскими и смеялись. Ну, потому что это их люди были. Вот это единственное, то, что было, то, что провокация они хотели устроить, но не получилось у них. А какие-то результаты этого схода есть? Все-таки некоторые требования были ли удовлетворены после? Нет, абсолютно никаких, но на сегодняшний момент, вот как вчера мы разговаривали с Ильдаром Юмагуловым, он говорит, арестовано 7 человек. То есть, я так понимаю, на него же напало 3 человека, получается, остальные это заказчики или кто? Заказчика еще не нашли, там было 2 машины. Одна машина стояла для подстраховки. Ильдара хотели просто-напросто убить, но не смогли. А кто эти люди? Есть ли какая-то информация? Откуда они? Кем они? Где работают? Есть и местные, есть и приезжие. Пока информации такой вот точной вот нет, но мы знаем, что 7 человек, со слов Ильдара Юмагулова, что арестованы. Я так понимаю, что эти люди, они... то есть у вас есть какие-то предположения вообще, кто мог подобное организовать? Ну, я могу это смело заявить. Против кого выступали у нас зауральцы? Это против золотодобытчиков. Кто может быть заказчик? Значит, они сами.
Хорошо. А что сейчас с давлением на экозащитников? Потому что мы довольно часто слышим, что то к одному, то к другому активисту пришла полиция домой, то тут пытались протокол какой-то вменить, то предъявить, то в другом случае тот же самый Урал Сагитов, который был, как вы говорите, оштрафован на 8 тысяч рублей за организацию этого схода за Баймаком, получается. К нему потом тоже пришла полиция и пыталась за публикацию в сети какую-то резолюции, да, тоже вменить ему какую-то вину. Что происходит с этим? Ну, давление на активистов идет очень жесткое. Очень жесткое. Вот за чаепитие, за 29 мая, когда мы с вами тоже вот разговаривали, мне вменили в 8-ю часть 20.2. Вот, но потом переквалифицировали ее в 20.2 и 2. Не смогли доказать. Никаких обоснований даже не было, но на 20 тысяч меня штрафовали за чаепитие. Нет, у них просто, я не понимаю, или страх в глазах, или что. Но если даже моей жене принесли протоколы, моей жене тоже, говорю, при предостережении уже приносят. Так, это у нас 2 июля и 3 июля вся полиция стояла на ушах по списочному составу всех активистов. Мы списки сами эти видали. Они разъезжались по домам и вручали эти предостережения, чтобы мы не выходили на улицу, на флешмоб. Это все уже, это та черта, та грань дозволенного, она просто уже, они ее перешли. Перешли до такой степени, что запугивают. Просто запугивают. И в открытую говорят, мы вас всех по одному перещелкаем. Это идут уже угрозы. То есть полиция знаю, напрямую так угрожает активистам? Да, я не знаю, чего они добиваются. Они добиваются, чтобы народ встал. А скажите, вот все-таки мы понимаем, да, что это район, это муниципалитет, не город. Есть ли у человека, у населения местного какое-то понимание, какие-то параллели? Вот у нас скоро выборы предстоят в сентябре. Планируют ли они голосовать, например, за партию власти, или все-таки они строят параллели и понимают, что какая-то ответственность на них может быть за то, что происходит? Ну, у нас большинство людей же на выборы не ходит. В их мозги, как говорится, не влезешь. Но люди говорят так, что за нас все порешили. Хотя мы говорим, что именно эти выборы могут решить все. Мы же приглашали именно 29 мая на чаепитие. Говорили мы о выборах, о наблюдателях, чтобы закрыть все участки, чтобы были наблюдатели, чтобы выборы прошли честно. Вот мы о чем говорили 29 числа. Основная, говорю, это самая цель была наша, донести до людей. Но вот люди, конечно, многие начинают понимать, а вот власть пошла против конституционного строя. Это вот подполковник Шагиев, который, это судья Васьков, которая меня судила. Оказывается, нельзя у нас людей на выборы призывать. Нельзя, это власти сейчас сами делают, чтобы народ не пришел. Чтобы были фальсификации, и чтобы правящая партия «Единая Россия» опять прошла путем фальсификации, не путем выборов. То есть люди... народ готов идти. А в целом рейтинг «Единой России», он насколько высок или низок вот в районах Башкирии? У нас он составляет не более 7%. Хорошо. А дальнейшие действия? Давайте, во-первых, все-таки о выборах. Да? Вот хотелось бы узнать, вы говорили на чаепитии о том, как этот процесс сделать наиболее честным. Какие способы, инструменты вы планируете использовать для этого? У нас уже система отработана много лет. Мы должны закрыть все участки наблюдателями. И наблюдателями с совещательными голосами. На тех участках, которые у нас закрыты наблюдателями с правом решающего голоса, сидят в комиссиях, им будет тоже дана четкая инструкция, чтобы они не поддавались на угрозы, а угрозы постоянно идут в нашу сторону, в наших, вот именно что сидит с решающим голосом, что с работы уволим, на детей надавим. Вот так вот, а что сделаем так, сделаем вот так. Угрозы идут страшно со стороны правящей власти, Единой России. Очень страшные. Но мы закрываем все равно в этом году все участки. Мы ставим наблюдателей еще про простых людей со стороны улицы. Мы будем фиксировать все на камеру, сколько пришло людей, а уже после закрытия участков, значит, с нашими наблюдателями будем сопоставлять данные.
кто пришел, кто не пришел. И с данными те, которые предоставят члены комиссии, то есть председатель. Вы имеете в виду, все участки вам наблюдателями удастся обеспечить это в Ишимбае, в Ишимбайском районе? Ну, мы сейчас говорим о 8-м округе. Это у нас, получается, Белебей, Приютово, Стерлитамак, вот этот округ 8-й. Мы о нем сейчас говорим. Угу. Хорошо, да, спасибо большое. С нами на связи был Фарид Рахматуллов, экозащитник, активист из Ишимбая. Мы с ним говорили о многом, на самом деле, в том числе об административном деле против активиста Григория Горового. Ну что ж, давайте поменяем тему и созвонимся со следующим спикером. Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии. Ни для кого не секрет, что ужесточение противоэпидемических ограничений повлечет за собой не только неудобства для простого населения, обычного, не занятого, я имею в виду в бизнесе, когда говорю просто, но еще и для предпринимательского сообщества, потому что бизнес, естественно, страдает. Если мы посмотрим на Москву, где сейчас эти ограничения введены, то по словам моих знакомых, которые там проживают и наблюдают за этими процессами, например, заведение общепита пустует в основном, и там уже далеко не столько посетителей, как было раньше. Флюр Асадуллин с нами на связи. Флюр Минзагитович, доброе утро. Доброе утро. Что происходит с бизнесом сегодня, ваш взгляд? Давайте вот с этого вопроса контрольного и начнем. Происходят такие тревожные ожидания, что будут введены ограничения. Происходит уже предприниматели получили итог некий вот этой всей ситуации, что спрос потребительский упал. Люди, кто хотел бы тратить деньги, значит, воздерживаются от этого. И плюс уже даже, может быть, ограничений есть нет, все равно лишний раз стараются куда-то не идти. Угу. А все-таки сократилось ли количество бизнесменов за этот период вот с начала пандемии в Башкирии? У нас с начала пандемии сократилось очень серьезное количество предпринимателей, согласно реестру. Затем вот мы весной констатировали факт, что оно стало отыгрываться обратно. И примерно в мае вернулось по статистике на допандемийный уровень практически. А вот сейчас, на 10 июля, резко показало опять снижение. Сейчас 120 тысяч предпринимателей у нас в Республике Башкортостан. Это примерно где-то там по статистике даже вот с мая на 6 тысяч меньше стало. Ну, очень удивительно, конечно. Там есть отчетность и прочее. Но статистика статистикой, понимаете, вот в реестре это предприниматель, кто зарегистрирован, а предприниматели у нас обычно бывает так, что у меня есть несколько кафе, я 2 закрою, 1 оставлю, а в реестре я остаюсь, правильно? По жизни получается, что он закрыл 2 предприятия своих. Это уже не отражается в реестре. Угу. Учитывая, что в Башкирии пока не введены в полную силу противоэпидемические ограничения, они вводятся, насколько я знаю, по актуальному указу главы Башкирии Ради Хабирова с 26 июля, то есть через несколько дней уже, все-таки ожидается ли ухудшение ситуации? Насколько оно будет катастрофичным? Вообще, я надеюсь, что мы дальше перенесем вот это введение ограничений, а потом, в конце концов, мы его вообще не введем, буду так надеяться, исходя из эпидемической ситуации. Это во-первых. А во-вторых, если оно будет реально введено, то это будет очень серьезное испытание для предпринимателей. Я вот сейчас нахожусь в Москве несколько дней и хожу в кафе, захожу, и реально внутрь никто не заходит практически. Если там раньше сидело, например, 50 человек в кафе, то сейчас где-то сидит там 3-4 человека. Ну, все на летних верандах находятся. Как я разговариваю с московскими предпринимателями, у них до 50% упала выручка и количество посещений. Как вы относитесь к заявлениям властей той же Москвы, которые недавно сказали, что мы не будем помогать предпринимателям, ну, потому что это же короткий срок, там вот они на неделю, да, ограничения очень жесткие вводили, сказали, ну, это же всего лишь неделя, ничего в этом особо страшного нет, и недавно также они добавили, что в целом ситуация нормальная, и бизнес может работать как раньше. Как вы относитесь к подобным заявлениям власти, к непониманию предпринимательского сообщества?
Конечно, негативно отношусь, потому что одно дело, когда государство косвенно влияет на бизнес и прочее, а тут прямое ограничение деятельности бизнеса, поэтому справедливость требует, что если такие прямые ограничения, нужно и другой рукой как-то помогать, давать предпринимателям что-то. А то, что короткий срок, это люди неграмотные и могут так говорить, что неделя не влияет на вас. Во-первых, эти 7 недель мы видим начинают продлеваться постепенно, а во-вторых, предпринимательный бизнес, коллектив, арендная плата, он же платит, налоги платит и прочее, а ему запрещают работать, предположим. Это неправильно. Вызовет ли это, на ваш взгляд, некий отток бизнесменов, стартаперов, так скажем, которые только начинают свою предпринимательскую деятельность за рубеж? Что они уйдут за рубеж? Да, из-за того, что здесь такие условия. Ну, есть ли вряд предпосылки? ли, да, вряд ли они уйдут, потому что все, что мы говорим, ограничения касается как хорехи, это кафе, услуги, общепит и в основном такой вид деятельности, с которым не положишь свои идеи в чемоданчик, не поедешь за границу. Нет, конечно. Вы знаете, один вид бизнеса сильно страдает, как мы сейчас выяснили, например, заведение общепита и все, что связано с контактом с клиентами, очным контактом. И другой вид бизнеса свои доходы увеличил даже за время пандемии, это, например, IT-сфера и так далее. В Башкирии есть ли такая доля, такие бизнесмены, и какова их доля? Ну, такие бизнесмены есть, конечно. Я некоторых знаю, которые ко мне постоянно обращаются с своими идеями. У него даже и в Китае, и в США свои филиалы есть. Они разрабатывают все очень так без огласки, без определенного. У него все увеличилось просто в разы. Недавно Ассоциация владельцев кинотеатров России направила губернатору Нижегородской области и главе Башкирии Радио Хабирову письмо с просьбой отменить противоэпидемические ограничения, которые он вводил недавно, эти ужесточения, посещение только с определенными документами этих мест и так далее, из-за того, что кинотеатры сильно страдают. Но, вы знаете, я буквально вчера уточнял в администрации главы по этому поводу, есть ли какой-то ответ, а прошло уже несколько недель после того, как это письмо, это обращение было получено, и мне сказали, что вроде бы пока нет, но уточним и так далее. Как будто бы об этой теме в целом и забыли. Как вы оцениваете, во-первых, такое поведение республиканских властей? Во-вторых, действительно ли кинотеатры и подобные заведения находятся на грани краха? Конечно, они находятся на грани краха, реально. Я тоже разговаривал с нашими игроками этого рынка. Серьезная ситуация. По поводу решение обязательно будет. У нас так по закону нельзя и по моральным принципам. Решение будет обязательно по кинотеатрам, оно будет озвучено и заведено. А по поводу кинотеатров и других тоже сфер, кто обращался с этими инициативами, они же не просто обращаются, они еще, по моим сведениям, обещают, гарантируют, что будут вакцинированы их сотрудники. Например, некоторые сферы уже до 80% вакцинировались, другие, общепит, прочие, примерно до 50% примерно вакцинируются. И это тоже информация собирается органами власти, и это тоже является одним из аргументов решения положительных всех инициатив по отмене ограничений, по отсрочке ограничений. Поэтому это такая двусторонняя связь. Сильно ли бьет, и раз мы уже заговорили о вакцинации от коронавируса, сильно ли такие меры бьют по бизнесменам, когда им приходится по решениям властей вакцинировать своих сотрудников, либо отстранять их уже от работы, если они отказываются это делать? Пока сильно не бьет, потому что у нас в республике нет решения главного врача санитарного о том, что можно обязательно вакцинироваться, пока это все относится к жителям. И сильно ли бьет, если они будут вакцинировать, то есть удалять своих сотрудников от работы. В общем счету, финансово тоже нет, потому что на основании нормативно-правового акта от Роспотребнадзора последствий для бизнесмена не будет особо никаких, но для него будут другие последствия. Коллективы предпринимателей, которые организованы, даже в услугах, это такой тонкий инструмент, который трудно набрать и в один день кого-то отправить из-за какой-то вакцинации, прочее. Людей подбирают же на работу. Это очень сложная тема.
Хорошо. Еще одна тема, пока у нас есть полторы всего лишь минуты до конца эфира, это повышение цен. Довольно резко на даже те продукты, которые очень необходимы нашему населению. Это овощи, картофель, морковь. Все мы знаем, что на сотни процентов по некоторым из этих товаров цены на некоторые из этих товаров выросли. С чем это связано? Это такое решение, да, так скажем, предпринимателей как-то подзаработать, или все-таки им трудно тоже приходится в таких условиях? С чем это связано, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что я, конечно, слышу там объяснения, что сезонность, прочее, но думаю, что причины наверняка другие. Причины, во-первых, причина, наверное, это повышение в целом других товаров и прочее. Например, строительные материалы, дерево и так далее. Там вообще в разы просто выросли, и началось это примерно с прошлого года, с осени. И, видимо, рикошетом вот это все дает на цены, на повышение, и в том числе продовольственные. Потому что повышение в любом секторе цены, оно все равно косвенно влияет на другие секторы. Это если повысить, например, там металл, так далее, дерево, оно влияет на перевозки влияет на тот же продовольственный сектор. Ну и, конечно, предприниматели, те, кто на рынке, они подтягивают свои цены к своим конкурентам, естественно, и стараются заработать денег. Спасибо большое. Флюр Асадуллин был с нами на связи, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии. Говорили с ним о состоянии бизнеса сегодня в Башкирии и России. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания, хорошего дня и хороших выходных.